Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот мне сегодня бы хотелось коснуться вот какого любопытного момента. Вот каждый практически человек чувствует внутреннюю потребность и, главное, желание быть счастливым, жить постоянно в любви и радости, чтобы вся его жизнь была в удовольствии. Но на практике происходит один парадоксальный момент. Почему-то в большинстве своем жизнь людей наполнена тревогами и страхами. Причем все вот эти страхи и тревоги отнимают практически всю жизнь человека, потому что он им посвящает не просто там какие-то минуты или там часы, дни, недели, месяцы, а он порой посвящает им очень многие годы. И таким образом получается, что по сути страх отнимает у человека практически целую жизнь. Но, конечно, самое прискорбное — это то, что страх отнимает у человека жизнь духовную. И вот сегодня хотелось бы поговорить и разобраться, а что же такое страх и почему он имеет такую власть над нами, кому и для чего выгодно, чтобы мы жили в постоянных страхах. И вот вообще можно ли от страхов избавиться, как это сделать? Ну вот, наверное, первый момент такой относительно страхов. Вот что заинтересовало? Вот Иоанн Лествичник, он говорил о том, что гордая душа, она раба страха. Еще он говорил, что боязливые, они всегда тщеславны. Но вот некоторые люди, они все-таки могут возразить, потому что, казалось бы, о каком тщеславии, о какой гордыне вообще речь может идти, когда человек, который боится, он испытывает боль душевную, и, казалось бы, он находится в позиции такой жертвенной, что он не является агрессором в этих абьюзивных отношениях. Вот страх и тщеславие, страх и гордость, как они вообще сочетаются? Хороший вопрос на самом деле. Действительно, люди большую часть жизни, они страдают и мучаются именно из-за страхов. Что такое страх, друзья мои? Страх — это очень мощная и сильная эмоция. Я бы сказал так, она доминирующая эмоция. И это один из основных, давай назовем это страж. Один из основных стражей на пути к духовному освобождению. В принципе, ничего не стоит, кроме глупости. Глупости и страх к обретению жизни для любого человека. Поэтому страх, да, это доминирующая эмоция. Но что такое доминирующая эмоция? Здесь, если разбирать, то разбирать нужно по полочкам, да? Почему мы всю жизнь чего-то боимся? Неважно чего. Боимся потерять работу, боимся разорвать отношения, боимся. Да всего мы боимся. А кто продуцирует страх? Сознание. Функции страха у личности нет. Личность не может испытывать страх. И вот если мы будем подходить к этому вопросу более фундаментально и серьезно, то здесь надо учитывать такой фактор. Он основной. Личность, а мы, друзья мои, мы личность. То есть тот, кто все финансирует, тот, кто живет, наблюдает и тому подобное, это личность. То есть не все понимают это. Почему? Не все чувствуют себя свободным от сознания. А когда доминирует сознание над личностью, то человек не может разделиться. То есть он не может себя даже идентифицировать. Он не свободен. Почему? Потому что за него живет сознание. И вот для многих людей это, я бы сказал так, немножко шок. Говорит, как, я ж думаю, это мои мысли. Раз я думаю, я существую. Я знаешь? живу, да. Да, я живу. То есть мои мысли — это я. Далеко не так, друзья. Это говорят те люди, которые никогда не занимались в действительности духовными практиками, никогда не занимались собой в духовном развитии, да даже просто хотя бы в интеллектуальном развитии. Как, знаете, как что-то новое, да? Как спорт, скажем так. Вот попробовать нечто новое. И вот если бы, скажем, даже скептики, даже те люди, которые не могут оторваться от сознания, просто бы уделили пару минут в день посидеть и попробовать остановить свои мысли. Если ты, друг мой, ты хозяин своих мыслей, если ты есть мысль, останови их.
Это невозможно. Попробуй сосредоточиться и удержать. Ну ты ж хозяин, да, мысли. Вот сосредоточься и удержи свои мысли на каком-то одном объекте или на какой-нибудь, ну я не знаю, на какой-то тематике, на одной тематике. Ты увидишь, сколько мыслей у тебя в голове, как они приходят, уходят, продуцируются. Непонятно кто, ты их не заказываешь, они просто идут извне в большом количестве. И вот здесь, когда сочетается, допустим, интерес личности или то, что навязало сознание на личность, и с теми мыслями, которые заходят, вот здесь возникает определенный резонанс, и личность их воспринимает. И так мы возвращаемся к личности. С чего начать? Личность, она не способна видеть трехмерный мир, она его не воспринимает, не слышит, не видит, и уж тем более не чувствует, что происходит с телом. Это правда. Те, кто имеют опыт, скажем так, более глубокого духовного погружения, будь то молитвенное погружение, будь то там даже чтение мантр, медитативные практики, а в действительности еще лучше, если есть опыт духовных практик. Это действительно великолепно, почему там человек четко дифференцирует это все. Где мысль, а где он как наблюдатель, как личность. И вот здесь сразу виден разрыв, огромный разрыв между тем, кто наблюдает, и сознанием. И вот тот, кто наблюдает, он воспринимает все, то есть мы как личность, мы воспринимаем все с подачи сознания. Мы видим, слышим, чувствуем свое тело, вот можем двигать руками, да? Но не мы двигаем руками. Вот в чем вопрос. Опять-таки, у нас есть неуправляемые жесты, есть управляемые. Почему? Как воспиталось наше сознание? Привычка. Конечно. Частота повторений, да. Конечно. Мы как человек, то есть как личность, мы находимся, скажем, далеко не в той полевой структуре, и даже личность, она более тонкая, она находится между шестым и седьмым измерением, скажем так. Наше сознание в четвертом. Представьте, какая пропасть. Может подниматься у развитых людей, кто более развит, имеется в виду не обязательно в духовном, магическом тоже направлении. То есть когда сознанию уделяется очень много внимания, а внимание — это энергия жизни для него. И вот когда очень много внимания уделяется для развития, допустим, нашего сознания, и мы сосредотачиваемся, увлекаемся там, я не знаю, какими-то техниками, практиками, молитвенными состояниями, неважно. Мы развиваем не только себя как личность, это если правильные практики, но и сознание. То есть сосредоточение на внутрь себя, углубление, отход от тела. Сейчас существует море различных практик и техник, в том числе медитативных, различных там групп по саморазвитию, и всего остального. То есть тот же гипноз, да, скажем так, различные техники самовнушения, много-много-много другого от того, что способствует развитию нашего сознания. То есть чем больше оно впитывает в себя нашего внимания, чем больше оно сосредотачивается само на себе, тем больше оно развивается, вплоть до шестого измерения. Это действительно у людей, которые практикуют магию и сильно развиты. Так вот, дальше шестого сознание пойти не может, а личность, она обязана пойти дальше седьмого. То есть за седьмым измерением материальный мир прекращает существовать вообще. Это чтобы было понятно. Но мы как личность, мы не воспринимаем этот мир. Поэтому все, что здесь происходит, в том числе и с нами, мы воспринимаем через сознание. Именно сознание получает информацию от нашего организма, понятно, непосредственно через головной мозг, через нейрончики, через все на свете. Но на сегодняшний день уже, извините, и нейрофизиологи и все остальные уже подтверждают, что в нашем головном мозге есть примитивный разум, рефлексы и все остальное. Но нету сознания. Его действительно там нет. Не будем углубляться сюда, мы много рассказывали об этом очень много и доктора говорили, когда практически отсутствие головного мозга, а сознание как было, так и есть и не страдает. То есть это полевая структура. Понятно, что она находится вне тела, потому что в теле ее нет. Но все, что происходит с телом, все, что видят наши глаза, чувствует наше тело, все, что мы слышим своими ушами, все наше тактильное восприятие, вся эта информация через сознание передается нашей личности. Чем больше мы вкладываем внимание в какую-то проблему, а финансируем и вкладываем внимание — это энергия.
Ну, давайте это возьмем как эквивалент денег, да? И вот кассир, или, скажем так, даже не кассир, а банк, да, вот это и является личность. А наше сознание — это как раз тот потребитель основной этих ресурсов. То есть чем больше оно получает этих ресурсов, тем больше оно получает своих возможностей для саморазвития. Чем сильнее становится наше сознание, тем активнее и более свободнее будет наша субличность, если мы не станем духовно развитыми существами. Вопрос: за что борется сознание? За наше духовное развитие? Нет. Почему? Потому что для него это смерть. За что оно будет бороться? А наше сознание, оно способно к самоидентификации, причем как первичное, так и вторичное. И вот как ни крути, а все мы с позиции психиатрии немножко шизофреники. Почему? Потому что у нас в одном флаконе минимум 3 существа. Просто мы часто сливаемся и тяжело, скажем так, разделить кто где. Простой пример. Опять-таки возвращаюсь к тому же приему. Сядь, успокойся, понаблюдай, что у тебя в голове. Понаблюдай, какие эмоции, какие мысли. Ну, просто в покое, вне зависимости от твоего настроения. А еще лучше, когда одно настроение, потом другое настроение. Просто сядь, успокойся, наблюдай. Не предпринимай никаких действий, не старайся ни о чем думать. Вот просто наблюдай. Ты увидишь, как у тебя меняется настроение, как с тобой что-то происходит. Но здесь вот развивается как раз наблюдатель. Это самое простое упражнение для того, чтобы понять, что ты не сознание, ты им не управляешь. Но ты можешь подбрасывать, ну, как говорят, дрова в огонь. Да? То есть уделил внимание на одну мысль, она начинает развиваться. Хотя тут же появляется масса других мыслей. Возвращаемся к эмоции. Что такое эмоция? Эмоция — это обоснование для банка, для нашей личности, чтобы получить дополнительное финансирование. Ну, так скажем. Что является топливом для страха? А топливом для страха, да не для страха, а для сознания. Для Сознание, оно и производит эту сильную эмоцию, которая якобы несет какую-то угрозу. И оно начинает очень активно вокруг этой темы как бы суету устраивать, сгущать краски, показывать картинки личности. И мы как личность, мы сосредоточены и все внимание вкладываем в проблему. Вот простой пример. Кто не испытывал страх? Да, все испытывали по той или иной причине. Неважно, не обязательно угроза там существования твоему телу, да? А вот страх проблемы. Вот наросли проблемы, и мы не можем с них вырваться, да, с этих проблем. Вот они просто нас одолели. Есть нерешаемая задача, мы пытаемся ее решить, мы не видим мира вокруг. То есть человек, любой из нас, он способен воспринимать сразу огромный поток информации, переваривать, перерабатывать его. Так должно работать наше сознание. Но достаточно уделить внимание одной точке, и мы не видим уже всего остального. Вот так же? Вот кто из вас сейчас воспринимает, что происходит у вас за спиной, друзья мои? Что происходит в соседней комнате, на улице? Никто. А в нормальном, спокойном состоянии мы воспринимаем информацию, которая происходит вокруг нас. Если мы вот спокойны, да? То есть мы способны читать, слушать телевизор и еще с кем-нибудь разговаривать. Это нормальная функция нашего организма. Ну, кому-то тяжелее, если, допустим, мы читаем, мы углубились в информацию, и у нас пошло что? Образы. То есть страх всегда сопряжен с воображением. 100%. Образы — это то, что нас больше привлекает. Почему? Личность, она не воспринимает слова. Это правда. Сознание общается с личностью на, ну, скажем таком, на индивидуальном языке, на собственном. Как правило, это идут образы, эмоции, цвета, краски. Ну, это так вот образно говорю. Но слова, они как раз преобразуются у нас в голове. Вот функция нашего мозга — это преобразование слов в картинки. Дальше эти картинки, наше сознание, оно манипулирует картинками, и оно передает эти картинки для нас как личности. И вот личность воспринимает потоковую информацию гораздо с меньшей скоростью, чем мы ее наблюдаем. Почему наш мозг пропускает огромный, ну, скажем, огромный поток информации с большими разрывами? То есть если информация поступает очень быстро и очень много, то очень многое упускается.
То есть мы как личность, мы не воспринимаем ее, если нам будет идти огромный поток информации. Ну, если, конечно, заниматься, тренироваться, вкладывать в это внимание, мы будем воспринимать гораздо больше. И периферическое восприятие, и все остальное. Но это если заниматься и развивать наше сознание, то есть способность, его возможность сделать наше сознание сильным, да, развитым, чтобы оно могло легко подавлять нас как личность. Тогда мы будем, ну, скажем так, на полпути к субличности. А тут информация избирательно выбирается для личности, правильно? Конечно, конечно. Личность, она воспринимает, опять-таки, на что настроена личность? На свободу. Она делает все для того, чтобы получить свободу. То есть мы как личность, каждый из нас, еще раз говорю, каждый из нас, вне зависимости от того, кто мы, атеисты, мы там озабоченные наркоманы, да кто угодно, мы внутри, мы чувствуем и знаем, что Бог есть. Наше сознание отрицает это напрочь. Даже если мы вот верующие, абсолютно верующие, мы сомневаемся в существовании Бога на уровне своего сознания. Но это действительно так. Вот из-за чего и происходит, как бы человек верующий, но поступает совершенно по-другому. Доминация сознания над личностью. И вот здесь возникают вот эти вот конфликты, вот эти вот моменты не совсем понятные. Вроде бы верующий, да, а ведет себя не так, как положено, да, то есть недостойно. Почему? Потому что активно сознание. И верующий, он, ну, как сказать, он верит, но сомневается. Он озабочен больше материальной жизнью. То есть человек, не стремящийся к духовному развитию, а просто создающий картинку такую. Из-за чего? Из-за того, что сознание активно. Сознанию неинтересно наше духовное развитие. Это надо знать и понимать. И вот мы видим, если человек, допустим, ну, с доминацией сознания, а у нас большинство таких, он напрочь будет все отрицать. Ему, вот, знаете, вот, его кредо — это подлость, грязь и все остальное, но собственная гордыня, эгоизм и все остальное. Ведь это же все производное от нашего сознания. То есть все эти отрицательные факторы. Ну так же ж, так же ж. И вот здесь ответ, почему всегда гордец, он очень много находится в страхе. Почему? Потому что для него, для такого гордеца, да, для него очень много угроз существует. Вот он создает иллюзию, картинку, какой он есть, и пытается ее поддержать перед личностью. И личность финансирует поддержание этой картинки. И тут же идет команда от сознания личности, вернее не команда, а картинка, что есть некая угроза. Вот это сформированное сознанием такое вот гордыньки, да? Аватар. Да, вот этому аватарчику. Ну это ж так, действительность. Я же говорю, если туда вот чуть-чуть вникнуть, это очень интересно, с одной стороны. Ну, может быть, как-нибудь мы разберем это все. Здесь твои моменты тоже таких интересных. То есть получается, что страх — это своего рода вера в негатив, в плохой сценарий. Нет, это не вера в негатив. Страх — это манипуляция сознания перед личностью. То есть сознание манипулирует личностью с помощью страха и берет ненужных средств огромное количество. А вот для чего эти средства нужны личности? Для того, чтобы, то есть внимание. Что такое внимание? Внимание — это инструмент. Вот наша личность, она обладает вниманием. Сознание не обладает вниманием вообще. Это чтобы понимать. То есть, но оно может привлекать внимание. Почему? Потому что наше сознание, вот, еще раз, оно массу одновременно перерабатывает различные информации. Оно не перерабатывает, оно приходит, и оно ее подает личности. Да? То есть оно способно думать, что-то вычислять, если мы его заставим. Даже если мы не заставляем, оно может зацепиться за какую-то идею, ее обсуждать. К примеру, смотрим сериал, там читаем интересную книгу, и у нас идут масса образов, мы начинаем за кого-то переживать. Почему? Потому что личность в конечном счете она не воспринимает наше тело как наше тело. Это чтобы понимали, почему работает гипноз, почему работает внушение. Знаешь, ну это сейчас мы подходим вообще к интересным темам, на которые мы можем говорить с тобой часами. И людям это будет интересно, и оно действительно интересно. Почему человеку мы внушаем? То есть мы входим как третья сила между сознанием и личностью, мы берем на себя функцию, скажем, того же сознания и уже рапортуем через первичное сознание, я имею в виду,
Мы между вторичным и первичным сознанием, скажем так. И мы подаем информацию уже личности, ну, к примеру, что ты мужчина. И личность твоя, она это не отвергает. Почему? Потому что ей все Всё равно. равно. Да. Мгм. Но когда человек духовно развит, гипноз не функционирует. Почему? Простой вопрос. Потому что полная доминация над первичным сознанием и контроль вторичного сознания. Доминировать над вторичным сознанием невозможно, но контролировать возможно. Игорь Михайлович, а вот такой вопрос. Вот у того же лествичника есть такое выражение, что боязливость есть младенчественный нрав в старой тщеславной душе. Ну вот если с тщеславием вроде бы все ясно, как бы, что человек слишком значимая фигура, и он занимается постоянным саможалением, я, то почему все таки боязливость — это младенчественный нрав? Ну, начнем с того, что к душе это не имеет никакого отношения Мгм. вообще. Душа, ну это душа, скажем так. Мы не раз разбирали, можем разобрать, еще поговорить. Но что имелось в виду вот под этим выражением? То, что я понимаю. Может кто-то понять по-другому. Опять-таки, почему младенческий? Давайте посмотрим на то, как развивается ребенок. Сплошные капризы. Что такое Мгм. капризы? Манипуляция. Почему ребенок капризничает? Вот пока он маленький, он честный, скажем так. Хочет кушать — плачет, животик болит — плачет. Дальше, чем больше развивается его сознание, тем больше в нем развивается манипулятор. Разве не так? Мгм. То есть вот он хочет чего-то, и он пытается найти способ, как заставить родителей, взрослых, скажем так, выполнять Получить. то, что Мгм. он хочет, Мгм. чтобы получить именно желаемое. И вот обратите внимание, часто дети, которые ну немножко разбалованные, скажем так, как только разговаривают взрослые, внимание они отдают друг другу. Ребенок обязательно влазит в разговор, начинает привлекать внимание к себе. Почему? Почему ребенок всегда стремится привлечь внимание к себе, к своей особе? Простой вопрос. Ну, те, кто знакомы с «АЛЛАТРАой», те ответ знают. А те, кто не знакомы, они не смогут на это ответить. Здесь начнутся, знаешь, игры психологии, еще во что-то. А на самом деле внимание. Внимание — это энергия, которая передается от одного человека к другому и тому подобное. Это самое ценное, что есть здесь. Не само внимание, а то, что стоит за вниманием, скажем так. Внимание — это вот как электричество, да, мы Мгм. пользуемся, не знаем, что это. Так же и вниманием. Мы пользуемся, мы все за него боремся, все до единого боремся. Но не знаем, что это. Это как раз та энергия, которая способна поддерживать, ну, функционально, скажем так, и способствовать развитию нашего сознания. И это та энергия, благодаря которой, правильно ее используя, мы можем обрести жизнь вечную. Это действительно так. За ней стоит Аллах, за нашим вниманием. Поэтому идет борьба такая за него. Давайте посмотрим, как ведут себя животные. Вложите внимание, проведите эксперимент, начните вкладывать внимание. Ну, двое животных, там двое кошечек, двое собачек. В одну вкладываете, в другую нет. Вообще игнорируйте ее. Игнорируйте на уровне сознания, не замечайте. Вы увидите, как она себя поведет. Поэтому это эксперименты, которые ставились неоднократно, и оно все подтверждает. Все охотятся за вниманием. Поэтому и вот эти вот эгоцентристы, они ведут себя как? Они всегда привлекают к себе Мгм. внимание, да? Как дети. Конечно. Давайте возьмем ну, такую категорию людей, которые страдают депрессией. Что такое депрессия? Мгм. Опять-таки, это потребление чужого внимания. Саможаление. Конечно. Это манипуляция сознания над личностью, да? Ну и многие другие факторы. На самом деле, скажем, депрессией страдают только эгоисты. Другие не страдают. Самое лучшее лекарство — это трудотерапия. Займись чем-то, особенно во благо людей, и депрессия как рукой сымается. Разве не так? Мгм. Все борются за внимание. Почему люди так сильно держатся за власть? Ответьте, пожалуйста, друзья мои. Я понимаю, сейчас начнется деньги, внимание, там еще что-то. Внимание. Вот в чем ключ. То есть они, чем выше власть, тем они популярнее, тем больше они говорят, больше привлекают внимание. А кто гонится за вниманием людей? Будущая субличность. Ну что, не так? Мгм. И вот здесь разница. Если мы смотрим на популярных людей, неважно каких,
и они уже, скажем так, практически субличность при жизни, то они вытягивают нашу энергию. А есть разница? Есть. Когда есть другие люди, которые дают эту энергию. И разница огромна. Тогда нам хочется на них смотреть. Мы притягиваемся, мы наполняемся. Мы, наблюдая за популярным человеком, там, допустим, да, мы не становимся пустые, внутри как обезвоженные, а наполняемся. Значит, человек это дает энергию. Но может он быть политиком, артистом или еще кем-то? Нет, конечно, не может. Вот такими должны быть все жрецы, подчеркиваю, все. На сегодняшний день, к сожалению, все с точностью да наоборот. Даже слушая распиаренных жрецов, скажем так, в той или иной религии, мы наблюдаем, что после этого приходит пустота и масса сомнений, то есть активность нашего сознания. А есть такие, не будем их пиарить, скажем так, те, кто их знает, они знают, есть и в христианстве, и в исламе, и в других религиях, которые наполняют. И вот слушая их, ты наполняешься. Почему? Потому что это люди, которые они живут с Богом в душе, и они этим делятся. Вот такая разница есть. Внимание — это очень-очень ценно. И за это внимание сознание и борется. И вот мы возвращаемся опять к страхам. То есть почему так долго объясняли, чтобы было понятно, почему ценно внимание. Как можно обдурить личность и взять побольше? Угроза существования телу. А ты как личность, ты еще не свободна, ты еще не развита. Тебе предстоит развиться, спастись, да, обрести жизнь духовную. Значит, ты что делал? Обязана принимать Сохранить. экстренные меры. То есть сохранять свое тело, сохранять какую-то важность, нужность, еще что-то. И все, и ты будешь кормить вот эти вот, скажем, игры сознания, да, которое будет само специально создавать даже, вот абсолютно специально создавать тяжелейшие условия и массу проблем, из-за которых потом будет просто доить личность на решение этих проблем. Это так. Многие люди совершают преступления, даже не ведая, зачем они это делают. Потом раскаиваются, они понимают, зачем он это сделал. Это игры сознания. Это неконтролируемое сознание над сильной личностью, подчеркиваю, над сильной. Если личность сильная, она несет угрозу сознанию, и сознание начинает изначально строить различные козни, толкает не на ту дорожку, и манипулирует этим. Также и страхи. В страхах живут все. Покоя мало у кого есть. Те, что говорят, что они в покое, они обманывают. Любой. Но тут же нас сознание еще на что толкает, что чем выше мы заберемся по социальной лестнице, чем богаче мы будем, тем мы будем спокойнее и свободнее. Покажите мне хоть одного богатого человека, который живет спокойно в радости. Да у него забот 1000 раз больше, чем у нас, скажем так. Как показывает исследование, чем выше собираешься, тем больше страхов испытывает человек. Утратить как раз-таки вот это положение свое. Конечно, потому что они становятся более уязвимы, они становятся более манипулируемы. Это же так. Игорь Михайлович, получается, что человек, когда боится, он еще и теряет уверенность в себе, в своих силах, он пасует перед трудностями, он не достигает своих целей и в молитве, и в добрых делах. Почему это происходит? А почему это происходит? Потому что вот ты сейчас ключевое сказала: и в молитвах, и в добрых делах. Потому что сознание активно. Сознанию не нужны молитвы, сознанию не нужны, скажем, добрые дела. Они невыгодны. Оно же навязывает опять-таки выгодно, да? Простые примеры, мы можем их говорить. Для личности очень переключить внимание с зацикленности на себе, на вот этом своем «я», для того, чтобы расширить вот это суженное состояние, очень нужно такая дерефлексия. Между прочим, способ, которым шизофрению тоже, в принципе, лечат. Это переключение внимания с зацикленности на себе на то, чтобы делать что-то для других. Если шизофрения, скажем так, не несет в себе врожденные или действительно какая-то органическая патология, еще что-то, то чаще всего шизофрения не является как таковой. Гордыня. Да, там другие причины, они кроются в играх сознания. Хотя диагноз может стоять шизофрения. По сути, для человека, который идет по духовному пути, очень важно не бояться. Вы знаете, я вспоминаю такой сюжет, когда Петр по воде шел. И вы знаете, вот он очень хотел пойти к Христу по воде, и вот он шел, поднялся сильный ветер,
он убоялся и начал тонуть. И тогда он говорил: «Господи, спаси меня». Он говорит: «Маловерный, что же ты засомневался?» И вот знаете, вот этот момент, ведь это не прямая история. Человек, идущий по воде, нарушающий законы физики, это, наверное, все-таки аллегория Абсолютно духовного аллегория. пути И вот, человека. знаешь, что я тебе скажу? 99% всех верующих, которые слушают эту аллегорию, Мгм. они понимают, что этого не было в действительности. Мгм. Но все продолжают врать и играть в верующего человека. Ну как же ж мы можем сомневаться, ведь это же Иисус Христос был, да? Мгм. Он же ж по воде ходит. Иисус Христос рассказывал эти примеры, ну чисто вот как примеры аллегорические. Если бы ты шел по воде, к примеру, что такое вода? Вода — это иной мир. И он рассказывал и сравнивал мир духовный, как вода океана, как вода и тому подобное. То есть там живет другое, там вечно. И вот ты идешь по воде, ну и И многие вот такие этот ветер — примеры. это что, обстоятельства жизненные, получается, через Конечно, это которые нужно сомнения. пройти. Ты не должен Сомнения. обращать внимание на эти сомнения, на Пойти к Христу, страхи. который ждет тебя Конечно, сейчас. если ты меня любишь, если ты мне доверяешь, ты иди ко мне, он говорит. Просто иди ко мне, я тебя жду, друг мой. Не сомневайся. Конечно, только отбрось свои сомнения и иди ко мне. Не обращай внимания на ветер, не обращай внимания на волны. Это имелось в виду как раз жизненные обстоятельства, те проблемы, которые возникают вокруг тебя, то, за что может цепляться сознание, а чаще всего, еще раз говорю, оно само создает эти проблемы. И пытаясь тебя отвлечь как личность, понимаешь? То есть ты должен идти твердой поступью. К своей цели духовной. Совершенно правильно. Тем более, если у тебя цель — духовное спасение, друг мой. И вот если ты засомневаешься, оступишься, ты утонешь. Почему ты не сможешь идти по воде? Ведь еще интересный момент, что в этом же сюжете Иисус, Он не усмиряет, скажем так, этот ветер, эти волны. Нет, Он просто конечно. проводит Петра, и когда они вместе заходят уже в лодку, тогда утихает вот этот Да. и ветер, и бушующее море. А вы знаете, друзья мои, ведь эта история была описана. Она была описана в апокрифах, она также была описана, скажем так, в воспоминаниях об Иисусе Христе у первых христиан. И гностики, они хранили практически вот эти записи до 1200 года. Были перезаписи. Слава тебе, Господи, что они были. И они еще остаются. Потом, когда уничтожили уже гностиков, ну тогда уничтожили и все эти записи. Ну, Святая Инквизиция, понимаешь. Так вот, в тех записях как раз рассказывалось, как Иисус Христос рассказывал этот пример. Только там главное действующее лицо был не Петр и не Иисус. Он рассказывал это все совершенно по-другому. А потом мы уже читаем в Святых Писаниях, что сам Петр усомнился, оступился, но он прошел какое-то, надо верить. Да? Да, это как поучение верующим, понимаете. Ну вот знаете, вот из-за этого у нас и мир такой. Вот кажется, ну да, создавали религиозную организацию, ну брали вот эти вот все рассказы, ну сделали их как реальными для укрепления веры людей и тому подобное. Но а вот мне интересно, а слова Иисуса и его рассказ, разве он слабее того, что Иисус шел по воде? Он никогда не ходил по воде. Это бред. Так же, как и другие, собственно говоря. Можно нарушить законы физики, но слишком дорого это стоит. И слишком много энергии нужно, оно того не стоит. И уж тем более Петр точно не ходил по воде. Но надо было возвысить кого? Авторитет Петра. Знаете, эти вот игры, манипуляции, вот они и приводят к тем последствиям, что мы живем и существуем сейчас, в 21 веке, так же самое, как 2000 лет назад, и так же самое, как 4000 лет назад. Ведь мы люди, мы не меняемся. Мы хуже становимся, хитрее, умнее, злее, бессердечнее. Но лучше мы не становимся. Почему? Потому что переделываем истину в угоду единиц, для того, чтобы мы укрепили там свою организацию, создали, да. И мы, ну, опять-таки, вот, я понимаю это, прекрасно понимаю. То есть правда и истина, ну, как бы ты не заслужишь мировое господство, да. Ну, я
Так, называя вещи своими именами. Давайте представим простой пример, да? Разве Иисус Христос совершал какие-то обряды? Скажите мне. Он ходил, пел песни, стучал в бубен, чем-то махал, что-то подпаливал. Ну, просто, да? Вот, ну, извините, я так просто по-человечески говорю. Он совершал это? Нет. Нет. Но он пребывал в духовных практиках. Он учил людей и рассказывал, как надо. Он делился тем, что имел внутри. Это ключевое. Берем последнего пророка. Это лучший из людей. Он совершал хоть что-то подобное? Нет. А что он делал? Он находился в духовных практиках часто. Он делился тем, что имел, и рассказывал то, что людям надо знать. Разве не так? Так почему ж потом все переделывалось? Танцы, пляски с бубном, беготня кучи мужиков в женских платьях с какими-то обрядами совсем на свете. Зачем эта театральщина? Простой вопрос. К духовному это ведет? Нет. И мы это все понимаем и знаем. Все, подчеркиваю. Мы внутри это знаем. Потому что каждый из нас, как личность, мы знаем истину и знаем правду. И мы тянемся к ней. А там под страхом мы туда идем. Почему? Потому что произвели подмену. Вместо любви и радости навязали страх перед Богом. Сгорел сарай, ты Богу не угодил. Молния ударила в дом, ты Богу не угодил. Заболел, Бог обиделся. Понимаешь? Жестокие педагогические методы у отца. Очень, да. А почему Бог такой немилосердный и такой злой? Ну, для того, чтобы мы его боялись. Да? Опять страх, эмоция, кому это выгодно? Сатане. Давай называть вещи так, своими именами с позиции религии. Да? В действительности сатане. А как сознание реагирует на страх? Помимо Внимание. того, что парализуется, убегает, либо Убегает, бороться, бежать, либо бороться. агрессия, либо бездействие, либо убежать, вот как ты говоришь. Или бороться с Конечно. Богом. Если бороться, опять-таки человек не может, но он может противостоять. Что порождает это? Богоборцев. Ну разве не так? Что это породило? Массу еретиков. Разве не так? Так. То есть это навредило человечеству и очень сильно. Да, это создало организации, да, это их укрепило, но людям, даже которые действительно были там и пришли вот служить Богу, и сейчас много таких людей, им приходится по крупицам собирать эти истины для того, чтобы развиваться духовно. Но разве не так? Крупицы, конечно, остались. Давайте вспомним проект «Единое зерно». Сколько мы понаходили, да, зерен. Во всех религиях они есть. Иначе бы они распались. Они вынуждены были брать истину и доносить ее людям. Но опять-таки всегда устраивать качели. На истину они давали пару манипулятивных плевел, скажем так, в свой интерес. Ну так же ж. Мы сейчас никого не обвиняем, друзья мои. Мы не против религии или против чего-то. Мы говорим о том, что произошло. Мы сейчас говорим, насколько мы как человечество глупы, что то самое ценное и самое важное мы не берегли. Мы опять-таки использовали, мы, подчеркиваю, как люди, мы использовали это как инструмент для обогащения, для создания власти. А зачем нам власть нужна была? Мы уже с вами обсуждали, друзья мои. Для того, чтобы привлекать чье-то внимание. Почему люди стремятся заработать бесчисленное количество денег? Ну, что они больше съедят, чем мы? Нет. Для чего власть, известность, популярность? Для чего это надо? Почему каждый из нас стремится выпендриться? Простой вопрос. Там волосы перекрасить, там, одеть, вот как что обо мне подумают, вот как мне выделиться из толпы и тому подобное. Мы пытаемся быть заметными. Мы боремся за чужое внимание. Мы боремся за вот эти крохи истинно ценного того, что есть на этой земле. Понимаете, золото, ну даже если вам запихают в могилу, вот фараонам пихали, ну что им от этого легче? Они что, субличностью не стали? Стали, конечно. До сих пор. Неважно. Золото никого не спасло. Ни деньги не спасли, ничего не спасло. А внимание имеет ценность. Вот за него и борются все. Знаете, Игорь Михайлович, вот тоже интересно, в Коране предупреждали о том, что если люди будут уповать в том, чтобы избавиться от своих страхов не на Бога, а на людей из числа джиннов, то со страхами будет происходить следующий момент. Они будут только усиливаться. Конечно. И вот об этом предупреждалось, что эти люди, в ком ты видишь покровительство,
в ком ты видишь усмирение своих страхов, они, наоборот, будут разжигать этот страх. Способствовать этому страху. И если ты пытаешься в действительности найти спасение через людей, уповая на них и возлагая на них надежду, а не на Бога, то проблем у тебя только добавится. Почему те же люди, на кого ты, как говорится, молишься, да, в ожидании спасения, они же это будут и усиливать. Это нормально, это естественно. Это просто надо знать, как работает, ну, скажем так, физика. Ну это же в действительности физика, ну, более тонкая. Ну какая разница? Физика данных процессов, скажем так. И тогда будет все понятно, легко и просто, понимаете? Ну, вот, к сожалению, есть такая физика «АЛЛАТРА», да, ну, К счастью. и к счастью, да, ну, счастью, к есть. счастью, да, есть. Но, к сожалению, мало кто в нее вникал. И, знаете, как критикуется вот лженаука, лжеучение. Ну, у нас же все лже, все, что не соответствует, да. А вот СО2 — это не лжи, да, это действительность, это правда. Из-за того, что мы вот много углекислоты вырабатываем, вот из-за этого у нас и происходят все беды. Ну так вот они утверждают. Игорь Михайлович, вот если вернуться еще к теме страха, какой момент заинтересовал и удивил, в принципе, в свое время? Вы знаете, если выделить прямую речь Иисуса Христа, то Он чаще всего говорит людям «не бойтесь» или «не бойся». И вообще самый часто встречающийся совет и в Ветхом Завете, и в Новом Завете — именно «не бойся». И для многих людей этот факт, он неожиданный. Почему? Потому что кажется, что, скорее всего, в Библии там будут говорить «не делай то» или «делай то», или хотя бы «любите друг друга». Но уж точно не слова «не бойся», «не бойтесь». Почему Христос уделял вот этому моменту Очень много внимания. очень много внимания? Не подчиняйся сатане. Перевожу. Не бойся и не беспокойся. Забудься о главном, друг мой. И тогда все будет хорошо. Не бойся. Не трать ту силу, которая дана тебе для спасения себя, для обретения жизни. Не трать ее на смерть, на игры вашего сознания. Не нужно. Трать ее по назначению. Тогда все будет. И здесь опять-таки, сколько притч Иисус Христос рассказывал, да? Что и как надо тратить. Ну, вот упускаем. И сколько советов даже вот те же святые отцы говорили относительно вот этой боязливости и вот этих образов, которые рождаются в голове. Вот уже Максим Исповедник, он говорил о том, что Да. не бойся страшащих вот этих образов, потому что это все пустота, превращай их в ничто. Их нет. Это ложь, это игра. И если ты победишь вот это воображение, вот эти образы, то ты победишь и того, кто эти образы создает, да, кто эти образы тебе И отправляет. вот эти святые отцы, практики, скажем так, кто действительно обретал жизнь, они рассказывают правду. Что они говорят и о чем они говорят? Об реальном опыте. О чем еще они говорят? Об «АЛЛАТРА». Разве не так? Потому что правда одна, путь один. И кто бы что ни рассказывал, оно в действительности есть. Вот я немножко отвлекусь. Вот на нас говорят, мы такая вот странная секта, которая собрала со всего по чуть-чуть и вот вешает лапшу на уши вам, друзья. Ислам, «АЛЛАТРА» христианство, придумали. всё вместе. Да. Вот за «АЛЛАТРА», да. А давайте мы откинем все глупости навязанные и посмотрим, а почему так? А ведь в действительности то, что заложено в «АЛЛАТРА», о чем говорит «АЛЛАТРА», оно есть во всех религиях. Та истина, на которой держатся все религии, все религиозные институты, все жречество. Почему? Только исключим из их религий то, чего нет в «АЛЛАТРА», и мы увидим, что осталось пару страниц. И вот этих пару страниц более чем достаточно, чтобы 1000 лет пудрить людям мозг. Насколько истина сильна, я вот к чему это все веду. Знаете, Игорь Михайлович, насколько сильна истина, но и сильно противостояние этой истине. Конечно, противостояние должно быть. Почему? Потому что, правда, она страшит, она бесит бесов, она пугает сознание. Это действительно так. И вот святая истина, она очень
плохо воспринимается лжецами. И это правда. Почему? Сознание, оно трепещет перед истиной, потому что оно утрачивает власть. Что дает истина? Она дает пробуждение. Правильно? Вот посыл от этого внимания, который идет от души к душе, он пробуждает личность. И люди это чувствуют и понимают. И это правда. А ложь, она лишь мозги пудрит, она усиливает позиции сознания, она возводит человека, ну, скажем, в заблуждениях на какие-то пьедесталы, на которых он по факту не находится. А если взглянуть правде в глаза, то вот это сознание, формируя ложный образ человека, оно его просто живьем закапывает. Вот в чем беда, понимаешь? То есть всегда и везде из вот таких вот созданных образов, как ты говоришь, есть элементарная простая вещь — потребление. То есть наше сознание — это оно просто банальный потребитель. И ему сколько ни дай, ему все мало. Можно ли накормить сознание? Нет. Никогда. Сколько бы ты внимания ни отдавал, оно будет требовать всегда больше, больше и больше. И опять-таки это законы физики, друзья. И никуда ты от этого не денешься. Просто есть элементарные простые приемы, как говорил Иисус Христос: не бойся. Любите друг друга, не бойтесь, и идите прямым путем. Будьте тверды в своем шаге. И перед вами дверь открыта. Не откроется, она уже открыта. Бог никогда не закрывал двери перед любящими Его. Вот видите, как все просто. А любить Бога, бояться сатаны — это бред. Да сатана боится вас гораздо больше, чем вы его. Потому что вот эти бесы в ваших головах, они настолько пугливые, и они боятся любого вашего духовного всплеска, потому что для них это как раскаленное железо на голое тело. Это правда. Пока не обретешь опыта личного, ты этого не поймешь. Но слава Богу, сколько людей, сколько наших друзей уже имеют этот опыт. Они это чувствуют, знают, понимают. Да, сознание сильно. Да, часто проигрываем. Но проигрываем маленькие битвы. Но главное — выиграть войну, друзья мои. Не отчаивайтесь. Ведь сознание ж увлекло, отвлекло, заманило, а потом сознание же вас и долбит. Говорит: видите, какой ты никчемный, ты не можешь, ну каком духовном там ты говоришь, да никогда тебе не видать, никогда тебе не стать. Стать, друг мой, стать. Ты обязан стать ангелом. В этом смысл твоего существования. Все остальное — это глупости. Все. Родные, близкие, друзья. Все временно. Все, что мы имеем, и все, что мы ценим в этом материальном мире, это все нам дано на прокат. Мы не можем этим пользоваться. Нету здесь ценности выше, чем твоя жизнь, друг мой. Настоящая жизнь. И в этом истина. Ты должен стать частью мира духовного. Тогда и есть смысл в твоем существовании. Другого смысла нет и быть не может. И вот в этом сама суть, и в этом правда. И этого боится тот зверь внутри тебя, который тебя отвлекает, друг мой, который заставляет тебя быть похожим на него, который делает из тебя свою копию. Но ты вправе выбрать другое. Ты вправе взлететь в то время, когда этот зверь никогда не взлетит. В этом смысл нашей жизни. Как глубоко и здорово, Игорь Михайлович. Это вы правда. действительно Правда правы. всегда проста, и она истина. Разве не об этом говорили великие? Опять скажешь, почему мы опираемся всегда на великих? На Иисуса Христа, на пророка. Не для того, что говорит сознание, а для того лишь, чтобы подчеркнуть, что тысячи лет были украдены у вас, друзья. Потому что они приходили, и они говорили простую истину. А потом сознание людское сознание украло эту истину у остальных. Почему? Потому что вы знаете почему. Потому что истина, она дает свободу и отбирает власть у сатаны. Вот почему всегда были гонимы и ненавистны бесами те же святые. Разве не так? Так. В этом смысл нашего существования здесь. Служить или сатане, или быть наравне с Богом.
И вот здесь зацепится, что значит наравне с Богом? Богоподобный. Нет, никогда мы не можем приравняться с Богом. Бог — это весь мир духовный, это бесконечность и вездесущность. А наравне — это значит быть равными среди равных, среди достойных. Это то, о чем пророк просил всегда, последний и величайший из людей. Я не устану повторять, что это величайший из людей, и после него такого достойного человека не было и нет. И это правда. Игорь Михайлович, вот если касаться жизни пророка, вы знаете, в тот момент, когда у пророка произошла встреча с Джабраилем, он пошел к двоюродному брату своей жены. Этого человека звали Варака. Он был араб, но христианин, он принял христианство еще во времена язычества. И он рассказал, что же с ним произошло. И вы знаете, Варака сказал, что это Джабраил приходил к тебе. Но еще он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что очень жаль, что я не молод и не смогу помочь тебе в тот момент, когда ты будешь изгнан своим народом. И пророк сказал, что подожди, а что, мой народ будет меня изгонять? Он говорит, да, будет. Потому что кто бы ни приходил с тем, с чем пришел ты, люди всегда нацелены и относятся к ним враждебно. И вы знаете, Игорь Михайлович, я долго задавалась вопросом, почему все-таки люди враждебно относились и встречали, скажем так, гонениями Иисуса Христа и пророка. Вы знаете, давайте возьмем хотя бы вашу жизнь. Скажем так, мы недавно с друзьями размышляли на эту тему, если говорить откровенно. И мы говорили о том, что а как может вообще человек жить вот так вот, как вы, постоянно находясь и постоянно идя каждое мгновение, как по лезвию бритвы. Это сейчас не просто слова, потому что, возможно, многим людям кажется, что ваша жизнь со стороны очень легкая, что даже в разговорах некоторые люди завидуют вам, что у вас вот столько и уважения от людей, столько людей вас любят, но они не видят другую сторону жизни, что эта жизнь, простите, но она ужасна и кошмарна. Потому что в тот момент, когда столько людей плюют тебе в спину, когда столько людей поливают тебя грязью, когда столько людей тебя предают, те, кто называли себя друзьями, когда столько людей хотят лишить жизни. Потому что на самом деле, что уж говорить, даже за период нашего с вами знакомства я знаю очень много случаев, когда вашей жизни угрожала опасность. И буквально чудом эта жизнь была сохранена, и вы находитесь с нами. И вы знаете, Игорь Михайлович, я искренне не понимала, как это. Ведь что вот стимулирует вас так действовать? Вы не получаете в этом мире никакой компенсации, у вас нет власти в этом мире, у вас нет денег в этом мире. Для чего все это? Вот таким обывательским сознанием простого человека не понять, почему ты каждую секунду можешь погибнуть, простите, от прихоти каких-то людей. Сейчас я знаю, что есть другая сторона вашей жизни, ваша настоящая жизнь. Но все-таки, если задавать вопрос с позиции обывательского человеческого сознания, Игорь Михайлович, каково вам в этом мире? Страшно ли вам? Сознанию страшно. А как же? Сознание, у нее функция такая — бояться за себя. Но моему сознанию не повезло, ему всегда страшно. А каково мне? Я скажу честно, друзья, на сегодняшний день да вряд ли найдется более счастливый человек, чем я. Это правда. Знаете, можно я расскажу аллегории тоже? Представьте скалы. Огромная гора, на которой нет ни одной травинки. И тебе твой руководитель непосредственный говорит: иди и сделай ее цветущим садом. Представляешь? Ты приходишь, смотришь, гора, нет почвы. И потом
То там появляется цветочек, то там. И ты любуешься этим Эдемом, этим цветущим садом. Скажи, разве это плохая жизнь? Из мертвого сделать живое? Простой вопрос. А то, что касается обычной человеческой стороны, а разве вы не испытывали тоже? Разве вам не доставалось? Только за то, что вы пошли со мной. Ну так же ж? И в спину плевали, и всякое было, и друзья предавали. А я скажу так, меня не предал ни один друг, на меня не покушался ни один человек, меня не оскорбил и не обидел ни один человек. Все происки, которые были, они все от сатаны, говоря религиозным языком. Да, сознание заставляло делать глупости людей. И на сегодняшний день многие из них раскаиваются. Но страх сознания, он закрывает им возможность прийти ко мне. Хотя я знаю, что они меня любят. Почему? Потому что я их люблю. В этом правда, в этом суть. Понимаешь? Все мы люди. Мы не делаем плохого от души. Но иногда мы поступаем плохо, когда сознание имеет власть над нами. Правильно? Это же сознание. Простой пример. Я упоминал за него. Несколько раз приходили люди ко мне, которых просили сделать плохое в отношении меня. Очень плохое. Неважно. Но, будучи профессионалами, они сразу начинают изучать объект, скажем так. Так вот они приходили и говорили: мы не можем. И вот скажи, разве я не самый счастливый человек в этом мире? Когда даже тех, кого посылают сделать плохое, они приходят ко мне и говорят: нет, я этого не сделаю. А то, что, как ты говоришь, лезвие бритвы, а кто не был на лезвии бритвы? Тех, кто говорил правду. Скажи, есть такие? За правду, знаешь как, за правду всегда бывает достается. Бывает крепко достается. А разве нашим ребятам не достается из-за маразма, глупости, идиотизма некоторых людей? Опять-таки, почему? Еще раз говорю, не люди это творят, а их сознание творит. Вот навязывают какую-то картинку, и вследствие чего-то люди совершают глупые поступки. Отвергая то, что дает жизнь. Конечно. А тем более та правда, которую говорим мы, она действительно страшна для тех, кто сидит на шее у народа, кто не пришел служить Богу, а лишь притворяется служащим. А он пришел за власть, он пришел удовлетворить сатану. Но говорит, что он служит Богу, что он посредник между Богом и баранами, овцами, извините. Нет, я не ошибся, баранами. Овцы они достойны. Разве не так? Так. А почему баранами? Не обижайтесь, друзья мои. Я не со зла. Я просто говорю, когда мы, знаете, вот слушаем свое сознание, смотрим картинки, мы совершаем глупость. Разве мы не бараны и верить в сказки? Бараны. Потому что тысячи лет нами манипулируют, нас лишают жизни, нас заставляют умирать за чужую идею. Нас убивают просто потому, что они так хотят, потому что они хозяева, они считают себя волками. Разве не так? Так. Но мы люди. И вот знаете, если человек обретает жизнь, если он обретает свободу внутреннюю, да плевать, что сделает с его телом. Те же волки. Но есть одно но. Волки никогда не попадут туда, куда взлетают ангелы. Они сами себя обрекают на смерть. Даже плохими поступками.
слушая сознание и совершая глупость, человек лишает себя будущего. Он лишает себя любви, он лишает себя жизни. Скажите, жизнь без любви, она нужна вообще? Даже здесь. В чем смысл? Очень. Прозябать в страхе, в служении кому-то, где-то, не Богу, а каким-то людям, которые возомнили о себе что-то, выполнять их прихоти, быть подневольным рабом без перспективы даже на будущее. В чем смысл? Прозябать в этом теле, гния потихоньку. Ведь Бог устроил так, что наше тело, оно дряхлеет, стареет и разрушается, в отличие от других животных, которые есть на этой планете, которые сохраняют жизнь, становятся лишь сильнее. Разве не так? Давайте возьмем морского ежика. Ведь он существует практически вечно. И даже с годами, подчеркиваю, репродуктивная функция только усиливается, в отличие от некоторых двуногих. И не только двуногих, и всех зверей тоже. Разве Богу сложно сделать что-то за нас? Не сложно. Но в чем смысл тогда самой идеи? Если Бог за нас все будет делать, скажите, кто это будет тогда? Ангел или потребитель, или сатана? Ну в чем смысл? За нас все делать. Вот мы как раз должны пройти через все, через огонь и воду. Мы должны пройти через жернова этой жизни, но взлететь, а не упасть в яму. Вот в чем смысл нашей жизни. А для этого, а что для этого надо? Для этого, ребята, нужно очень-очень мало. Не бояться и просто любить друг друга. Так что, друзья мои, спасибо, что были с нами. И спасибо, что остаетесь с нами. Давайте просто любить друг друга. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам, Игорь Михайлович, огромное. Вам спасибо, друзья.